Гумиста во время Отечественной войны народа Абхазии стала разделительной линией. С одной стороны наши силы, которые боролись за свою землю, с другой стороны агрессор. Освобождению столицы предшествовали несколько военных операций. О том, как они готовились и как они проходили, расскажет непосредственный участник всех этих событий, герой Абхазии Мухаммед Килба. Мухаммед Сидбеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мухаммед Сидбеевич Килба родился 27 августа 1958 года в ауле Старокувинск Ставропольского края. В 1975 году окончил Старокувинскую среднюю школу, а 2 года спустя Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. С 1985 по 1988 годы участвовал в военном конфликте в Афганистане. Награжден 2 орденами «Красная звезда» и 5 медалями СССР и Афганистана. В 1992-1993 годах участвовал в грузино-абхазской войне, где был командиром Гагарского оборонительного рубежа, заместителем командующего, а затем и командующим Гумистинским фронтом, позже заместителем министра обороны республики. Имеет звание Герой Абхазии. После окончания войны дважды избирался депутатом Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики. С 2003 по 2004 год был советником президента Карачаево-Черкесской республики. В настоящее время является секретарем Совета безопасности Абхазии. Смотрите сегодня в программе «Окрестности Сухума летом 1993 года». Здесь каждый квадратный метр был под огнем противника. Гора Верещагина и главный командный пункт Гумистинского фронта. Здесь естественное препятствие, чего у нас не было на Гаграх, это река Гумиста. Операция по освобождению столицы, ложный маневр и главный удар. 2-й батальон под командованием Зураба Кутели, они захватили этот плацдарм, и они до освобождения города Сухум не отдали. 60-летие и юбилей Победы. 17 лет, как говорится, в строю, 17 лет в сапогах, в ремне, в патупее, как говорится. Но, тем не менее, внутреннее состояние по отношению к родным, близким, друзьям очень демократично. Эту Нижнеишерскую дорогу, ведущую к мемориалу Владислава Ардзенба, можно назвать дорогой Победы. Здесь мало что изменилось за 25 послевоенных лет. В 1992-1993 годах здесь шли ожесточенные бои. И каждый клочок этой земли хранит память об этих событиях. Многие здесь оборону занимали, именно, как мы его называли, Афонско-Ишерский батальон, именно на этом участке. Вот многие взрослые ребята, которые смотрели на ту сторону, со слезами мечтали перейти этот мост и зайти в город. Вы это даже, вот морально, это вы даже не представляете, какая это была мечта. У нас другого выхода, у нас другой родины и другой столицы у нас не было, что мы, безусловно, его освободим. Но когда это произойдет, мне было очень сложно представить. Здесь оборону занимали, когда мы пришли, батальон, командиром батальона Авицба Володя был. И вот здесь вот это мы перемещались. Вот здесь я впервые именно на себе ощутил мощь грузинской артиллерии. Командный пункт батальона был там, где спортивный комплекс. Оно было полностью. Здесь каждый квадратный метр был под огнем противника. Продвигались именно направление главного удара, то есть с левого фланга через Уазаба, Каман, Халшени и там Сухум-Гес, вот с этого направления. Некоторые подразделения были высажены именно на Псху, из Псху уже вниз тоже. И основной удар именно центром, оно на Шрому, населенный пункт. И эти высоты, уже начиная от Сугуровки, Бирцха, Ахабьюк. Увидев яростное сопротивление абхазского народа, сторонники Грузии предприняли попытки остановить военные действия. Колоссальное давление оказывалось на Владислава Ардзенба, но стойкость и стопроцентная поддержка народа позволили выстоять в этой нелегкой борьбе. Это наша победа, победа нашего народа, она в первую очередь именно благодаря и на плечах
нашего главнокомандующего, его стойкости, мужества Владислава Григорьевича Ардзинба и нашего абхазского солдата. На западе республики река Гумиста стала оборонительной чертой. Все силы были направлены на то, чтобы укрепить эти позиции. Эти вопросы, особенно по обеспечению транспортом, горючими, теми скудными возможностями боеприпасов, оно было поставлено на высоте. Понимание было как у народа, так и у руководства в лице главнокомандующего, что все, что было в стране, все в первую очередь отдавалось именно фронту, именно в том числе транспорт изымался у населения высокой проходимости. Слава Богу, за весь период войны у нас проблем с этим не было, и в том числе с топливом. Откуда это бралось, какими усилиями, естественно, я догадываюсь. Сухум окружен несколькими высотами. Все они имели важное стратегическое значение во время войны. Высота, на которой я сейчас нахожусь, гора Верещагина. Здесь во время Отечественной войны народа Абхазии располагался командный пункт Гумистинского фронта. Отсюда Сухум был как на ладони. После освобождения Гагры в первых числах октября Сергей Платонович Тубар был назначен командующим Гумистинским фронтом, я его заместителем. А здесь этот фронт был организован после начала войны нашим прекрасным героем Мушне. Человек сугубо штатский, но вот его подход, его видение удивляло всегда и поражало. Почему? Потому что он именно вот это место стратегическое выбрал. Вы сами видите, какая прекрасная видимость практически всей линии обороны наших подразделений. И первым здесь организовал и оборудовал командный пункт Мушне-Хварцке. Затем, вот как я сказал, мы приехали сюда, и фронт принимая здесь. Вот я лично большую часть войны я провел именно вот на Гумистинском фронте, на этом участке. Находясь на этом участке фронта, большую часть времени я провел именно здесь, на командном пункте, который был оборудован нашими инженерами. Мне помощь нужна. Он должен нависнуть над большим мостом и контролировать объездную, потому что там танки стоят, чтобы он их убрал с моих глаз. Я сразу начинаю действовать прием. То, что грузины были хорошо вооружены, нам хорошо известно. Но какие у нас были возможности? Используя участки рельефа, местности, в том числе здесь естественное препятствие, чего у нас не было на Гаграх, это река Гумиста, которая нам позволяла сдерживать противника именно по этому рубежу. Имея те скудные возможности на тот период, если мы пришли в начале октября, ребята здесь занимали оборону уже с 14-15 августа, с середины августа 1992 года, естественно, эти возможности были очень ограничены, и большую часть даже той техники, которая здесь находилась, они были единичные, если взять там первые 2 месяца войны, до десятка единиц бронетехники, из них 8-9 единиц они были захвачены голыми руками именно у противника, который пытался прорвать эту линию обороны. И наши пацаны за каждым танком, вот эти молодые ребята, не имея вооружения, не имея противотанковых средств, обычными плащ-палатками, солдатскими одеялами запрыгивали на этот танк, накрывали приборы наблюдения, и механик-водитель и остальные члены экипажа, они вынуждены были остановиться, потому что уже не видели, куда ехали. И оттуда этих выдергивали. Преимущество противника в личном составе здесь было в начале наступления июльского где-то в 3,5-4 раза. Техники не менее этого, то и до 5 раз доходило. В артиллерии, именно возможности артиллерии, у них и до 6-7 раз оно было преимущество. И, естественно, подготовленных артиллеристов у них было целое Тбилисское артиллерийское училище, поэтому тут несравнимы были наши, но мотивации были разные. К великому сожалению, мне до войны не пришлось бывать в Абхазии, почему? Потому что я с 17 лет был в вооруженных силах СССР, скажем так, и возможности приехать у меня физически и не было, но тем не менее, естественно, я никогда не забывал
свою родину. Впервые я попал в Абхазию именно через главный Кавказский хребет, и впервые Сухум в вот таком виде я увидел, именно отсюда, с этих мест. И оно вот, без боли в сердце, и особенно у ребят, которые здесь находились, ежедневно я сюда поднимался, корректировал огонь артиллерии, ставил задачу подразделениям. Отсюда у меня выполняли задачи как подразделения внизу. Отсюда все было как на ладони. Усилия Западного фронта были направлены на то, чтобы не только не пропустить врага дальше, но и начать основную операцию по освобождению столицы. С другой стороны, на востоке страны была блокирована дорога, и вражеские силы оказались без поддержки. Первая мотострелковая бригада, которая была сформирована в марте 1993 года. Это первое подразделение, которое было сформировано на основе регулярной армии. Очень боеспособное, скажем так, которая могла выполнять любые поставленные перед ней задачи. Она и обучена, и подготовлена, и уже личный состав, имевший опыт боевых действий как на Гагарском направлении, так и здесь на Гумистинском фронте до этого. Вот мы занимали оборону здесь на 42 километрах фронта. Замысел весь заключался в том, что сформированная вторая бригада в Гудауте, она должна была нанести главный удар через Уазаба. Вот здесь даже высоты видны. Вот вы видите, ориентируйтесь. Вот оттуда, вот в то расщелине там вот Уазаба, вот там даже домики они видны. И оттуда через Каман, Ахалшени и с выходом на Шрому, вот на эти высоты. Далее Бирцха, далее вот эти безымянные высоты с выходом до склонов к реке Киласур. Это ближайшая задача. И взять под огневой контроль весь город. Задачами на этом этапе Гумистинского фронта и первой бригады, это была тоже очень важная задача. Мы обозначили ложный маневр, захватили с преодолением водной преграды, это батальон. Все, вот здесь я подчеркиваю, все ребята, которые пошли на эту очень сложнейшую лобовую фронтальную атаку, были все добровольцами. Второй батальон под командованием Зураба Кутели, они захватили это плацдарм, и они до освобождения города Сухум не отдали их. И эти потери, они были оправданы тем, что именно направление главного удара, где выполнялись задачи, практически первые 3 дня ни огневого воздействия, никакого-либо воздействия на наши подразделения не было. 4 суток мы отсюда не сходили. Вот эта вся земля, которую вы видите, она вся горела. Буквально на удалении от 100 метров и в глубину мы выставляли именно огневые шлагбаумы. В соответствии с планом была форсирована Гумиста и были заняты передовые посты противника. Задача была выполнена. Противник был остановлен от основного северного шромского направления наступления абхазской армии. Упорные бои шли на высотах Ахбюк и Шрома и в районе Цугуровки. Серьезные потери понесли подразделения на Цугуровке без абсолютно огневого воздействия противника. Потери понесли батальон, который там шел, именно на минно-взрывных заграждениях. Плюс, я хочу уже время прошло, и была, мягко выражаясь, легкая паника, когда попытки были отойти, еще подрывы, в связи с тяжелейшими потерями, потери управления, потери командного пункта, потери командующего фронтом, управления. По-моему, начальник штаба был ранен сразу же, там же, в этом же бою, при этом огневом воздействии. И подразделения, они закрепились на северных скатах этих высот. И практически наши подразделения оказались в котловане, и контактных соприкосновений с противником, они были минимальны. И вот на этом этапе Владислав Григорьевич принял решение, это было в первых числах июля, по-моему, числа 5 или 6, 7, сейчас я точно эту дату не могу. Я был назначен заместителем министра обороны. Здесь командующим фронтом и командиром 1-й бригады остался мой заместитель, который был назначен нашим главнокомандующим. А я, выполняя задачу, поставленную мной главнокомандующим, именно возглавить группировку, которая вела наступление на направлении главного удара, и там же находился и остался
Сергей Платонович Тбар, на тот момент будучи начальником генерального штаба. И вот мы вдвоем 24 часа в сутки вот эту ситуацию выравнивали. Если где-то в чем-то мы не достигли тех целей, только мы допустили, сами виноваты. Но не то, что там противник какое-то огневое воздействие, там мужество он где-то какое-то показал. И там еще, кое-что потеряли, действительно, ребят потеряли. Но все должны знать, что тот человек, который оценивает именно свои поступки так, что я устал, меня дождь мочит, я могу заявить любому, какого бы он ранга не был, какой бы он фамилии не был, какой бы он национальности не был. Кто так заявляет, это идти по телам наших погибших. Проведя перегруппировку, мы в считанные дни поэтапно, по высотам. Вначале мы захватили классических, как говорится, в этих художественных документальных фильмах. Вот мы, Ахабюк. На одном дыхании, без единой потери мы вышли, уничтожая противника, оказывая на него очень серьезное огневое воздействие. И, естественно, спустились на южные скаты. То есть вышли на ближайшие задачи. И я постоянно с Гагарского гарнизона, еще батальон под командованием Чирикба Джумки, я с ним тоже выходил вот на эти безымянные высоты над Киласури. То есть мы уже нависли, когда над городом, и мы уже полностью контролировали город в огневом отношении, в первую очередь. Там был захвачен плацдарм подразделения Восточного фронта и Со всех сторон. да, здесь плацдарм. Вот здесь только противник уже согласился, или, по-моему, даже эти политические моменты, я боюсь ошибиться, по-моему, инициатива была грузинской стороны, о перемирии, остановить там. То, что у них 4,5 миллиона на 100 тысяч, тем не менее, мы уже 4-й раз предпринимаем попытки наступления. Но я думаю, что это окончательно будет наступление. Я уверен, будет трудно, очень сложно, затяжное будет. Если кто-то думает, что по следам будет бегать отступающего противника, это глубоко ошибается. Почему? Потому что у них не на патриотизме, и на героизме, и на мужестве у них построено. У них сзади стоит мы же пленных здесь же брали, мы же прекрасно ситуацией владеем. И разведка наша работает, наши группы везде практически, потому что мы уже открыли вот этот мост, зеркало воды нам уже не мешает. У нас простор для действий, как и у партизан на том направлении у нас есть. Поэтому я считаю, что причин для того, чтобы не освободить свою землю, у нас нет. Грузинская сторона очередной раз пыталась нас обмануть. Выводили металлолом, людей катали туда-сюда. Естественно, мы это позволить не могли. В одностороннем порядке мы все эти договоренности прервали и начали наступление на город. И буквально с этих для нас очень удобных и выгодных позиций наносили удары артиллерии, удары авиации, удары бронетехникой. И поэтапно, челночным способом, батальон за батальоном, меняя рубежи, и, скажем так, выдавливали противника. Мы освободили нашу столицу нашими подразделениями. И 29-го утром Сергеем Платоновичем провели совещание в здании республиканского военкомата, собрали командиров подразделений и 1-й мотострелковой бригады, и 2-й бригады, которые наступали со мной оттуда, с этих склонов. И было принято там решение, что подразделения, потому что они понесли серьезнейшие потери 2-й бригады, мы выставляли в Кадорское ущелье, куда основные силы противника отступали. А 1-я мотострелковая бригада в полном составе, с бронетехникой, артиллерией, мы выдвинулись на воссоединение. Практически это произошло маршем. 29-го мы выехали на реку Кодор, перешли, и там уже подразделения Восточного фронта находились там.
Именно этот день, 30 сентября 1993 года, величайший праздник для нашей страны, в нашей тысячелетней истории. Вообще 25 лет тоже это не такой большой срок для строительства государства. Тем более мы последние несколько сот лет практически мы не находились в таком состоянии, чтобы мы самостоятельно определяли свою судьбу, свое развитие. Эти 10 лет мы находились на грани выживания, поэтому это не учесть нельзя. За этим признание в 2008 году и по сегодняшний день, по 2013-2014 год еще действительно какой-то рывок, какая-то реальная действительно помощь и от наших коллег, и от наших партнеров из Российской Федерации мы получили. Но с 2014 года и по сегодняшний день эта внешняя конъюнктура, она настолько сложна, как экономически, так и политически. Эти санкции, вообще иногда абсурдные действия многих государств или сообществ этих государств по отношению к Российской Федерации. Наше развитие, наше становление и строительство нашего государства не рассматривать и не увязывать, это было бы неправильно. Тем не менее, даже за эти 3-4 года все равно есть динамика развития, та обстановка, та ситуация, которая на сегодняшний день имеется у нас в стране. Безусловно, не устраивает. Хочется изменить, особенно и безопасность каждого гражданина, детей наших, самого общества внутри, да в конце-то концов защита от самих себя в нашей стране. И такая необходимость иногда тоже возникает. В этом году Мухаммеду Килба исполнилось 60. Для человека, который с 17 лет находился в строю и всегда занят ответственной работой, день рождения традиционно проходит в деловой атмосфере. Этот год не стал исключением. Мухаммед Сидбиевич, вы недавно отметили свой юбилей. Для вас это вот рубеж какой-то? Я ни разу ни один день рождения не отмечал. Официально. Кстати, этот день рождения отметили? И этот никак. Было поручение президента нашей страны. Я выезжал с представительскими функциями в Южную Осетию на десятилетие признания Российской Федерации, суверенитета как Абхазии, так и Южной Осетии. И как раз в этот день я возвращался из Цхинвала сюда домой, в сторону Сухума. Скажу так, да, поздравления были от многочисленных друзей. Кто первым поздравил? Я, честно говоря, не вспомню, потому что этот поток, оно уже, находясь там в Цхинвале, звонки там, по дороге много звонков. Честно говоря, все друзья, близкие. И по возвращению и президента Рауля Джунковича, и он мне подарил, даже спросил, есть у меня или нет, монету, серебряную монету с изображением Владислава Григорьевича Ардзенба. Действительно, это для меня дорогой подарок. Владислав Григорьевич для меня, для нас, для нашего народа, нашего общества. Это является величайшей личностью. И это, наверное, тоже оказалось для меня значимым. А вот человек, который вот скован, наверное, слово не очень подходящее, но скован всегда такой работой, ответственной. Вам не хочется иногда в кругу семьи отключиться от работы? 17 лет, как говорится, в строю, 17 лет в сапогах, в ремне, в потупее, как говорится. Но, тем не менее, внутреннее состояние по отношению к родным, близким, друзьям я очень демократичен. К сожалению, на сегодняшний день этим я порадоваться не смогу. Почему? Потому что так сложилось, что здесь со мной только супруга, 3 детей, они находятся там в Российской Федерации, 2 студенты, 1 в Черкесске на прежней работе, взрослый, 35 лет уже парню, скажем так. Может быть, это и к лучшему, когда в таком ритме, режиме человек сохраняется, да, тонус, энергичность, скажем так, все время в движении. Какие задачи сегодня стоят перед вами и какие требования у вас к сотрудникам? Мы обеспечиваем деятельность президента именно в вопросах безопасности, принятия тех или иных решений, подготовка различного формата документов, подготовка заседаний Совета Безопасности, на котором обсуждаются, как я выше сказал, именно вопросы безопасности наших граждан, вопросы безопасности нашей страны, как внутренней, так и внешней, от различных угроз.
Какие цели вы ставите вот в будущем году и что удалось достигнуть? Есть какие-то успехи, которыми вы гордитесь в 2018 году? Вы прекрасно помните, это заслуга аппарата Совета Безопасности именно то, что мы не допустили в 2015-2016 году какой наплыв, пик туристического сезона, который был у нас. Мы действительно не допустили таких, если коротко говорить, коллапса на границе, на пункте перехода Адлер. Внешние угрозы для нашего государства, они минимизированы. Это очень важно. Мы смогли заняться вопросами внутреннего нашего устройства, строительства нашего государства. И на сегодняшний день угрозы, которые имеются в нашей стране, они все исходят и находятся внутри нашего государства. И в 2019 году для нас самым важным является то, чтобы укрепить правопорядок в нашей стране и, естественно, укрепив составляющие именно правоохранительного блока в органах управления.